Эфир нашего телеканала продолжит информация об эпидемиологической обстановке в регионе на 6 июня. Предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической обстановке в нашей республике. Добрый день. Ситуация у нас остается достаточно напряженной. На сегодняшний день 2453 в общем количестве случаев новой коронавирусной инфекции в Якутии зарегистрировано. За последние сутки 73, из них 60 – это город Якутск. По городу Якутску особо хочу отметить, что у нас туда входит также и статистика Жатая. Вот, например, в данном случае 63 – это жители Жатая. И по Жатаю в последние дни мы видим определенный рост количества заболевших, их уже там 16. У нас остается достаточно напряженная ситуация по Намскому улусу, где всего заболевших с начала коронавирусной инфекции уже 102 человека, по Мегино-Кангаласскому 48 человек. Вместе с тем, по всем другим районам ситуация в целом остается под контролем, хотя, конечно же, вот последние дни у нас вызывает опасения Мирнинские районы, где есть две у нас ветви заражения. Первая – это несанкционированное празднование мусульманского праздника Ураза-Байрам, после которого среди представителей выходцев из стран ближнего зарубежья отмечается достаточно большое количество людей заболевших. Вот, и буквально вот сегодня еще 4 человека в Мирнинском районе прибавилось из числа этой диаспоры. Вот. И у нас есть, к сожалению, заболевшие в детском саде, который там работает дежурный. И сейчас будут проводиться меры опять же, по забору анализов и у детей, и у работников детского сада, ну и по дальнейшей работе по локализации данного очага. Также хочу сказать, что вот сегодня, подводя итоги 2 последних недель, в течение которых была проведена большая работа по выполнению ограничительных мер по республике, нам удалось сбить темпы прироста количества больных с 9% до 4%, за последнюю неделю с 7% до 4%. Это показывает, что те меры, которые были приняты у нас в республике, по дальнейшему соблюдению ограничительных мер, и особенности по городу Якутску, где вот уже 2-ю неделю у нас санитарная обработка идет, они дают хороший результат. И мы уверены, что и вот эти выходные проведенная работа даст свои результаты, и на следующей неделе по городу Якутску мы тоже должны видеть уже улучшение ситуации. Вместе с тем хочу сказать, что у нас достаточно большое количество людей в тяжелом состоянии, их у нас 19, из них 5 на аппаратах ИВЛ, все они здесь находятся в городе Якутске. К сожалению, количество умерших от болезни достигло количества уже 14 человек. Вот, и в основном это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний. И поэтому еще раз хочу обратить внимание жителей республики на то, что, конечно же, эта болезнь очень коварная и по старшему нашему поколению бьет очень серьезно. Поэтому и старшее поколение нуждается в нашей поддержке, как раз нуждается в том, чтобы его оберегали именно от этой болезни. Поэтому здесь, конечно же, всем надо подтягиваться, соблюдать те ограничительные меры, которые еще у нас в республике действуют. При этом еще раз хочу сказать, что у нас очень большое значительное количество анализов каждый день делается. За последние сутки свыше 3500, и общее количество анализов на территории республики уже почти 141 тысяча. По показателю на 100 тысяч населения мы, безусловно, один из лучших регионов страны, и как раз это позволяет нам выявлять болезни на самых ранних стадиях и лечить людей уже практически амбулаторно, как раз не доводя ситуацию до тяжелой. Вместе с тем, еще раз говорю, что сейчас самое главное – это соблюдение всех тех мер, которые у нас в Республике Саха-Якутия действуют. Уверена, что это даст свой положительный результат, и мы будем видеть в республике и дальнейшее снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 6 июня.